А что в этом месте находится вообще? Вот. В этом месте находится резиденция Далай-ламы непосредственно. Вот, чуть ниже. А что за горы здесь рядом? Горы. Мы приехали в Гималаи, город Дармасала, резиденция его святейшества Далай-ламы. Да, и прекрасное, живописное место. И чистый воздух, прекрасные люди. Очень хорошая, качественная вода горная. И вообще здесь ощущаешь себя как на родине. Герой нашего фильма Вячеслав Подобашин. Человек, который получил буддийскую монашескую ученую степень Гише Гапчу, эквивалентную доктору философии в западном академическом понимании. Вячеслав закончил 16-летний курс изучения 5 основополагающих буддийских трактатов и выдержал выпускные экзамены в знаменитом Дрипункт Гомондацане. Это место, где обучаются и получают образование практически все российские буддисты. Мы специально отправились в Индию, чтобы узнать, как живут и обучаются наши российские буддисты под патронажем Далай-ламы XIV, в город Дхармасала, главное место паломничества буддистов, а затем в Дрипункт-монастырь, где живут студенты из России и проходит защита ученой степени Гише. О том, кто такой Гише, какой путь нужно проделать, чтобы им стать, о буддизме и об истории простого парня из Бурятии мы расскажем в нашем фильме. Но для начала давайте познакомимся с нашим героем. Родом я из села Булум, я так считаю, потому что родился я в Селенгидском районе, поселке Селендума, а всю жизнь до 10 класса включительно прожил в селе Булум Хоринского района. И что рассказать? Очень живописная деревня, хорошие люди живут, лучшие люди на всей планете. Да, и вот интересный пейзаж у нас там. Большая деревня? Деревня маленькая. Сейчас даже не скажу, сколько семей, сколько людей живут, но когда я только-только поступил в школу, в первый класс пошел, где-то 120 учащихся было во всей школе. Сейчас даже боюсь представить себе, сколько осталось. Для того, чтобы понять, где рождаются такие выдающиеся буддийские ученые, мы отправились в Республику Бурятия, в Улус-Булум, который расположен в Хоринском районе. Жители встретили нашу съемочную команду по всем канонам бурятских обычаев и провели обряд Уктамжа, то есть традиционный обряд встречи с голубым ходаком, белой пищей и подношением святыням. Булум расположился в живописном месте. Это тихое, спокойное место, окруженное природными красотами. Несмотря на свою небольшую численность населения, село обладает уникальной атмосферой, богатой историей и культурным наследием. Этот ансамбль у нас образовался в 1988 году, и где-то в 1996-1997 году мы защитили звание образцовый фольклорный ансамбль «Мунхэ-Гырыл». Именно в этом ансамбле принимал активное участие наш ученик Вячеслав Подобашин.
прошло детство нашего героя. Здесь он вырос и пошел в свой первый класс. Подобашин Слава пошел в первый класс в нашу школу. Первым учителем у него была Балсамбуева Нина Батуевна. У Нины Батуевны он учился в начальных классах с 1 по 4. Перейдя в 5 класс, его классным руководителем стала Надежда Дашицареновна Намдакова. Когда Слава учился в нашей школе, он был очень ответственным, любил книги, любил читать, всегда был прилежным, любил математику, был отличником и ударником в учебе. Но закончить Булумскую школу Вячеславу не удалось. Страшная трагедия, которая унесла жизнь родителей, внесла перемены в жизнь юноши. Оставшись сиротой, он отправился жить к родственникам в Кижингинский район, где с серебряной медалью закончил Кижингинский лицей имени Виктора Санжемитыповича Мункина. В школьном музее Булумской школы земляки создали небольшой уголок, который рассказывает о достижениях Вячеслава, а также всех выдающихся жителях маленького Улуса. Мы попытались понять, почему наш герой решил связать свою жизнь с буддизмом, и выяснили, что родной дядя Вячеслава Подобашина по материнской линии также уделял много внимания буддийским практикам. Он был одним из 47 ветеранов Великой Отечественной войны, которые вернулись домой. Помимо активной работы в совхозе, он тайно занимался буддийскими практиками. Возможно, поэтому через поколение любовь к буддизму досталась и нашему герою. В 2020 году были изготовлены такие стенды к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которые посвящены 82 участникам из Булума. С этой стороны 47 ветеранов, которые вернулись, а с этой 32, которые не вернулись с войны. Здесь мы видим портрет дяди по материнской линии Славы, Бадмаев Наурбасамбе Жигжитович, 1913 года рождения, красноармеец. Дядя с самого детства любил рисовать и много времени уделял буддийской практике. Наурбасамбе Жигжитович награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вот в руках у меня орденская книжка со всеми записями. Сегодня дом семьи Подобашиных пустует, но жители Булума бережно хранят и оберегают его. По словам односельчан Вячеслава, в планах создания музея о своем первом буддийском ученом, получившем степень Геше. Земляки называют его живым примером современного буддийского учителя. Приняв монашеский обет, Вячеслав взял себе духовное имя Дондан Лама. Молодость Вячеслав провел в поисках смысла жизни, изучая философские учения разных традиций, что сподвигло его стать настоящим буддийским монахом. После знакомства с тибетским буддизмом он решил посвятить свою жизнь изучению учений Будды Шакьямуни. Но вернемся в начало нашего пути и продолжим эту историю такой, какой мы ее увидели. Мы сейчас находимся в аэропорту Шереметьево, вылетаем вместе с нашей группой для посещения Индии. Но основная наша задача – это посетить Дharmasala, посетить Гомандатсан, Дели и вернуться обратно в родные края. Ну, наша цель – это посетить церемонию, официальную церемонию наших защиты Геше, доктора буддийской философии, наших ребят и в особенности, конечно, нашего Дондан Ламу Славы Подобашина. Лекцок Лама Ширета Анинского Дацана, наставник, старший брат и друг Вячеслава. Он с первых дней поддерживал и помогал Дондан Ламе. Благодаря усилиям и стараниям Лекцок Ламы целая группа паломников отправилась поддержать наших российских лам на официальную церемонию защиты степени Геше в тибетский монастырь Дрепунг Гаман, духовное сердце буддийской мудрости. Здесь впервые в истории российского буддизма сразу 6 выходцев из Бурятии успешно прошли сложнейшие экзамены и были удостоены высоких духовных званий, подтвердив глубину своих познаний в философии и этике. Вообще в этом году стены монастыря выпустили 70 монахов, что тоже является эпохальным событием за многовековую историю монастыря.
Но вернемся к Дандон Ламе и его однокурсникам. Пройдя многолетний и тернистый путь обучения, Денис Дашидандаков получил почетную степень Геше Цограмба. Жигден Ардонов, Цакто Гончиков, Батар Галданов, Хейбдзун Циренов и Вячеслав Подобашин удостоены степени Геше Гапчу. Их имена теперь вписаны золотыми буквами в летопись российского буддизма. Это подчеркнул и достопочтимый Кунделинг Тацак Римпоче, перерожденец духовного лидера монгольских народов. Буддисты в России не сильно отличаются от других, но они тесно связаны с монгольским миром. И сегодня мы наблюдаем подъем буддийской религии, в том числе в Бурятии. Целых 6 выпускников из маленькой Бурятии получили степень докторов буддийской философии. Это действительно историческое событие не только для региона, но и для России в целом. Целых 16 лет они постигали учение Будды, и отрадно видеть, как новые учителя вернутся на родину и будут преподавать, нести учение и постигать путь просветления. Вообще отношения России и Индии очень хорошие, и благодаря в том числе религиозной составляющей, даже на примере Дрипунг монастыря, в котором на протяжении 600 лет учились бурятские монахи. Оказавшись в Индии, мы попытались разобраться, почему необходимо столько лет постигать учение Будды, и кто же такие геше. Геше – это человек, который прошел очень длительный путь обучения буддийской философии. И принципиально важно, что это обучение происходит в особых образовательных центрах. Но на примере нашего Дандон Ламы это, конечно, является уже исторически определенной для именно жителей нашего региона, Монголии, Бурятии, России. Это Дрипунг Гоман Дацан. И он особо, конечно, и почетно, и в то же время особо, наверное, имеет глубокий сакральный смысл, что здесь Гоман Дацан, основанный в сложных условиях, когда находился Тибет, и, соответственно, тибетская система буддийского образования, именно наш земляк Агван Лама, который сделал очень большую роль для того, чтобы Гоман Дацан сохранился и сегодня представлял один из крупнейших буддийских центров образования здесь, в Индии. 16 лет учиться в Индии, проживать здесь, познавать буддизм – это очень трудно. Я очень рада, что простой обычный мальчик из деревни Булум смог достичь столь высокого звания ученого. Он проделал такой сложный путь, и сейчас, приехав в Индию, я в этом убедилась. И он не зря получил имя Дандон Лама. Мы очень рады за него и горды. Конечно. Я приехала в Индию поддержать нашего земляка, который обучился в университете в Индии, в буддизме университете, получил доктор буддийской философии. Я думаю, это один из первых ученых нашего села, нашего района Хоринского. И скажу, что это очень большое значение имеет для народа, для нашего. И пусть у него будет все хорошо. Действительно, геше – это буддийская монашеская ученая степень, присуждаемая в монастырях традиции Бон, Гелук и Сакья. Получение степени геше требует десятилетий интенсивного обучения, включающего логику, философию, праджняпарамиту, мадхьямику, абхидхарму и виная. Центральной частью подготовки являются ежедневные публичные дебаты, которые развивают способность точного мышления и глубокого понимания учений. В среднем путь к степени занимает от 15 до 25 лет, что делает ее одной из самых сложных и уважаемых образовательных программ в буддийском мире. Цирен Замбалов родом из тунгинского села Тагархай. В возрасте 18 лет он отправился в Индию. В 2014 году он поступил на первый курс одного из крупнейших философских монастырей традиции Гелук – Дрипунг Гоман.
Церен Лама выпустился всего на 1 год раньше нашего героя и подробно рассказал, из чего состоит 16-летний курс обучения монаха для защиты степени Гише. 16-летний курс обучения, который проводит у нас в Гомондацане, он разделяется на 5 разделов. Это называется Щунчен Гапотна, это 5 сложных наук. Первое, это первые 4 года посвящается изучению праманавартики, праманы, называется намдель. Это учение о логике, о устройстве сознания, о приведении доказательств, об обосновании своей точки зрения. Далее 6 лет изучают пражняпарамиту. Пражняпарамита — это вся сущность второго поворота колеса учения Будды, учение о взаимозависимости и пустотности. Далее 2 года изучают ума, это воззрение о срединном пути, также более подробно объясняют пустотность. Далее дзот, это абидарма 2 года. Абидарма — это система устройства, да, Вселенной, если можно так сказать, всего существующего. И последние 2 года это виная. Виная — это свод монашеской дисциплины. И когда говорят о том, что вот у нас есть 5 этих самых наук, первые 4 года являются подготовкой для изучения пражняпарамиты. Первые 4 года мы готовимся, потом 6 лет изучаем пражняпарамиту. А следующие 2 года ума, ее называют парчингитава, это воззрение пражняпарамиты. То, что мы изучили в течение этих 6 лет, мы должны выработать такие окончательные воззрения. Это следующие 2 года. А еще 2 года вот это абидарма. Абидарма называется как фундамент, некое такое обоснование всей пражняпарамиты. И последние 2 года вина — это парчинги нямлян, это практика пражняпарамиты. Поэтому я могу сказать, что больше всего, или самое основное, что мы изучаем, это, конечно, парчин, пражняпарамит, вот эти 6 лет. А вот там ума, дзот и дульва — это все как бы завершающие такие этапы обучения пражняпарамит, как воззрение, фундамент и практика. Гомондацан монастыря Дрепунг находится в городе Мундгот. Это Южная Индия. Сам монастырь всегда имел прочные связи с Монголией и Россией. А в данном монастыре по учебникам первого Джамьян-Шатбы обучались целые поколения бурятских, калмыцких и тувинских лам. Например, основатель дацана Гунзэнь Чойней в Санкт-Петербурге лама Агван Лапсанг Даржиев закончил Гомондацан и был назначен наставником его святейшества 13-го Далай-ламы Тибета от этого монастыря. А один из учеников ламы Агвана Даржиева, бурятский лама Агван Нима, написавший несколько томов философских сочинений, с 1978 по 1983 год был настоятелем Гомондацана. В настоящее время в Гомондацане проживает около 5000 монахов, в том числе из России, Монголии, Непала, Бутана и из нескольких гималайских регионов Индии. Ежегодно прибывает большое количество новых студентов-монахов для получения высшего философско-буддийского образования. Когда мы приехали, в пике, да, бурятских студентов было 68-70 человек. И действительно, когда я могу так сказать, что по своему опыту, что в то время люди действительно старались учиться, люди действительно так стремились к тому, чтобы обучаться. Если же даже и были несколько людей, допустим, которые не так там прилежно учились, не так как бы старались, общая такая тенденция, общий вот этот настрой монахов, он всегда был такой именно для того, чтобы обучаться. И когда ты находишься в такой атмосфере, да, в таком обществе, когда каждый, где вот нужно учиться, где все хотят учиться, конечно, это прямо мотивирует, сподвигает, да, учиться дальше. Сегодня в бурятском общежитии студентов в Гомондацане осталось не более 30 человек, но эта цифра каждый год меняется. Почему же студенты отдают предпочтение данному дацану? И в чем отличие буддийского образования от светского? Нам дал ответ студент 13-го курса Жамьян Линхоев. В первую очередь мне нравится обучение здесь тем, что оно очень сильно отличается от обычного светского образования. Почему? Потому что светское образование, цель светского образования она заключается в том, чтобы завершить обучение, получить определенный какой-то диплом и далее вот, как бы создавать карьеру, да, можно так сказать. Ну, в обычных случаях это так. А здесь же оно работает по-другому совсем. Почему? Потому что мы не просто как бы учимся для того, чтобы обрести какие-то теоретические знания и потом ради защиты какого-то звания гишей, да, например, и далее строить свою карьеру. То есть это не является целью обучения. Может быть, со стороны это так может показаться, но это не так, совсем не так. Почему? Потому что мы
В первую очередь здесь образование, оно строится на чем? На связи учителя и ученика. То есть, когда ты приходишь сюда, в монастырь, ты получаешь монашеский обет и следуешь своему духовному наставнику. То есть учитель не является каким-то обычным преподавателем, да, который тебе ведет тебе определенно как научный такой руководитель. Да, он в первую очередь объясняет тебе не только, дает тебе не только просто обычные теоретические знания, но и должен тебя вести по духовному пути, как ты должен сам развиваться на духовном пути, как ты должен менять свой ум, как должен поступать в определенных своих ситуациях, да, жизненных. Все для чего? Для того, чтобы именно менять свой ум по окончанию, да, и в конечном счете, конечно, это образование, оно ведет тебя к тому, чтобы эти знания, теоретические знания, они, основываясь на них, ты мог уже далее заниматься глубинной практикой, может быть, уходить в ретрит, заниматься медитацией, да, и в конечном счете, как бы, абсолютная цель, да, это достижение просветления. Система образования в Гомон-Дацане проходит по единому порядку 6 крупнейших философских монастырей, где полностью изучаются 5 главных предметов буддийской философии, такие как Цема, Парчин, Ума, Дзот, Дулва, которые полностью охватывают путь сутр и тантр. Сам распорядок очень сложный, и не каждому придется по духу. Общий монастырский распорядок у нас как бы у всех одинаковый. У нас как бы завтрак в 6:30 утра. Если есть молебен с утра, то, соответственно, встаем в 5:30 утра. Пока умываемся, может быть, какая-то первая там определенные молитвы читаем, свои зарядка. Ну и к 6 часам подходим в Дуган, там идет молебен утренний, ну в среднем 1,5-2 часа. И потом, соответственно, время до 9 часов утра. Это время на самообучение, то есть время на заучку текстов, на чтение текстов, да. С 9 до 11 утренние дебаты. Это первая сессия, как бы, и вот. Помимо также этого, у меня лично у меня с 8 до 9 утра урок есть у учителя. То есть я с 8 до 9 утра иду на урок, с 9 до 11 первая сессия утренних дебатов. Потом с 11 у нас обед, с 12 часов до 5 тоже время самообучения. То есть в это время, ну, принято с 12 до часу примерно так отдохнуть, поспать, да, чуть-чуть. Ну, с 12 до 5 у всех по-разному. То есть каждый ходит к своему учителю, у всех свое время есть, но как бы то ни было, может быть, у кого-то есть уроки, может и нет, но в это время нужно заниматься самообучением, то есть читать книги, готовиться, изучать вот тексты и так далее, можно учить, как получится, в общем. Ну, время на самообучение. С 5 часов до 6 ужин, с 6 до 7 есть общий урок, когда вот всем курсом заходишь к одному учителю. Потом с 7 до 11 идут дебаты. Ну, это вот как бы общий распорядок. Более 16 лет Дандон Лама учился в Индии, глубоко погружаясь в изучение священных текстов, практики медитации и служения другим людям. Чтобы понять, как он учился и почему завершил путь обучения, мы специально встретились с его духовным учителем Гешхел Харама Гентэй Цзиньчойпел, который обучил десятки бурятских и российских студентов. Говоря о Геше Лама Вячеславе Подобашине, он проходил обучение на протяжении 15-16 лет. Он очень сильно старался во время обучения, на уроки приходил всегда вовремя и никогда не опаздывал. Не пропускал то же самое с молебнами и диспутами. Говоря о его личных качествах и характере, я вижу в нем очень хорошего человека. Ну и, конечно, в этот момент другие идут на 6-летний экзамен для получения степени и звания Дхарамба. И ему, конечно, следовало идти на этот экзамен. Но так как есть обязательства перед родным монастырем, и его настоятель просит его вернуться, поэтому он заранее защитил сейчас Геше и будет выполнять ту обязанность более значимую. По словам учителя Вячеслава, 2025 год стал историческим как для России, так и для Дрипункт монастыря, где выпустилось огромное количество выпускников, которые стали геше разного уровня. В этом году выпустилось больше всего геше-лам за всю современную историю среди бурятского народа. Подчеркну, что сам факт того, что выпустилось целых
5 гише гапчу и 1 гише цорагма – это очень высокие звания и огромные достижения для народа. Хочу пожелать им успехов и, главное, чтобы достигли своей цели и полученное образование помогло им в реализации своей миссии. В первую очередь это держание дхарм и распространение ее, то есть все связанные и взятые обязательства, а также те деяния, которые они должны совершить. Я молюсь за них, чтобы все у них это получилось. Учиться и жить в буддийском монастыре очень сложно. Однако история буддизма, рождение Будды, места учений Будды неразрывно связаны с Индией. Чтобы понять, кто такие гише и прикоснуться к истокам буддийской религии, несомненно, нужно приехать на родину Будды. И если вы запланировали свою поездку, то непременно нужно попытаться попасть на аудиенцию к Далай-ламе, духовному лидеру всех последователей тибетского буддизма. Ведь встреча со своим учителем для каждого буддиста – это одна из главных целей в жизни. Однако не каждый паломник имеет возможность лично встретиться с Далай-ламой. Для этого существует целая система приглашений и обращений, которые помогают организовать наши гише-ламы. Именно благодаря таким организаторам поездка становится наполненной смыслом и духовной силой. Встретиться и не только просто встретиться, получить благословение, а присутствовать на учении его святейшества. Это через многие годы, когда вот будут люди говорить о том, что как повезло тем людям, которые видели святейшество, да, потому что наследие его учения, его наставления, ну, оно так и есть, это бесценно, а вот лично встретиться многим, конечно, через, скажем, 30-40 лет уже не получится встретиться с Отечеством, поэтому многие будут говорить о том, что как повезло тем людям, которые видели его лично воочию, слушали его учения и практиковали по благословению его Святейшества. Буддизм в России считается третьей по распространенности на территории страны религии. Вообще первые свидетельства о существовании буддизма на территории современной России относятся к VIII веку нашей эры. Коренными народами России, традиционно исповедующими буддизм, являются буряты, калмыки, тувинцы и часть эвенков. Более 16 лет Дандон Лама учился в индийских буддийских монастырях, глубоко погружаясь в изучение священных текстов, практики медитации и служения другим людям. Наконец, пройдя строгие экзамены, Вячеслав удостоился степени Геше Гапча, одной из наивысших академических наград в традиционной буддийской науке. Так какой же он путь Геше? На этот вопрос попытался ответить нам наш герой. Путь Геше, путь, который ведет к Геше, конечно же, сложный. Нужно учиться, нужно преодолевать интересные такие определенные трудности. Нужно по утрам вставать, нужно много учить, нужно много работать физически. Но он очень интересный путь. Очень интересный. И, конечно же, он предоставляет, дает больше, чем человек может себе представить. Самое основное, что дает этот путь, это знание. Знание, как можно освободиться от страданий, знание о том, как же можно усмирить свой разум, ну и так далее. В общем, буддийские знания. Да.